В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. В России возродили звание «Мать-героиня». Его присвоят за рождение 10 детей. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал помочь Якутии со строительством онкологического центра в столице. В Якутске активно ведется работа по реализации адресной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Активный отдых, оздоровление и развитие. В Алдане работает детский лагерь дневного пребывания. Женщина, родившая и воспитавшая 10 и более детей, теперь может получить звание «Мать-героиня». Такой указ подписал президент Владимир Путин. Награжденная получает единовременно 1 миллион рублей. Звание присваивается, когда 10-му ребенку исполняется год. Остальные дети также должны быть живы, кроме погибших или пропавших без вести при защите Отечества, исполнения воинского, служебного или гражданского долга в результате теракта или чрезвычайной ситуации, умершие из-за трудового увечья или профессионального заболевания. Также Владимир Путин ввел единовременное денежное поощрение для тех, кто получил медаль ордена «Родительская слава» в размере 200 тысяч рублей, а награжденные таким орденом теперь получат единовременно не 100 тысяч, а 500 тысяч рублей. Ситуация с лесными пожарами в Якутии в текущем году решилась более эффективно благодаря комплексу мер, в том числе выделению дополнительного финансирования. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин по итогам совещания по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее расскажет Светлана Амусова. На повестке рабочего совещания с министрами и губернаторами регионов Дальнего Востока и Сибири обсуждены темы лесных пожаров и паводковой ситуации. Как отметил Михаил Мишустин, в этом году финансирование на помощь субъектов для тушения очагов возгорания выросло более чем в 2 раза – с 6 до 14,2 миллиардов рублей. И российских субъектов смогли ликвидировать очаги уже в первые же сутки. Вот конкретный результат. Ну и, соответственно, в 13 вообще не допустили их появления. И если сравнивать с прошлым годом, то с начала опасного сезона число пожаров снизилось на 15%, и пройденная огнем площадь уменьшилась практически в 2 раза. Но все же в некоторых регионах ситуация остается сложной. Глава Якутии Айсен Николаев предложил увеличить штат парашютно-десантной пожарной службы для привлечения на тушение возгораний на труднодоступных территориях, куда можно добраться только по воздуху. Именно на таких территориях в этом году действует большинство лесных пожаров. Также в ходе совещания была поднята еще одна насущная проблема. С этой ситуацией сталкивается не только Хабаровский край, на самом деле, та же Саха-Якутия. Это как раз отсутствие топлива и возможности дозаправки воздушных судов. Сами понимаете, радиус подлета наших вертолетов – это 250 километров в одну сторону. Пускай это мы говорим про 500 километров, но это ведь вертолету нужно обратно вернуться. А где там дозаправиться, да, чтобы... А у нас пожары возникали, которые нужно было обслуживать в том же Хабаровском крае, это за 1000 километров. Вот как раз этот острый вопрос, который необходимо решать, чтобы избежать той ситуации вот именно с труднодоступностью этих территорий на будущий год. Кроме того, Михаил Мишустин распорядился создать временную инфраструктуру для размещения работников авиационной охраны лесов на труднодоступных территориях. Также особое внимание уделили паводку в регионах. В текущем году пострадали населенные пункты в 9 субъектах Дальнего Востока, в том числе и Якутия. В трехлетнем бюджете предусмотрено 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов ежегодно. Они направляются на строительство и реконструкцию 32 защитных гидротехнических сооружений. Большая часть, 23 объекта, должны появиться в дальневосточных субъектах. И их протяженность достигнет практически 170 километров. Айсен Николаев отметил необходимость строительства гидросооружений в республике. В частности, в селе Графский берег Намского улуса и в городе Верхоянске Верхоянского района. При наличии федерального финансирования и включении в госпрограммы они могут быть реализованы в 2023 году. В борьбе с стихией главное, если это возможно, конечно, действовать на опережение. Поэтому на защиту граждан от наводнений правительство выделяет существенные ресурсы. Заслушав предложение участников совещания, Михаил Мишустин поручил Министерству природы совместно с Министерством финансов и властям дальневосточных субъектов определить приоритетность строительства дамб. Светлана Амосова, Власий Сергеев, Григорий Хлопков, Якутск.
Михаилу Мишустину представили проекты круглогодичного обеспечения жителей Якутии свежими овощами и зеленью. Планируется, что в 2023 году в уникальном тепличном комплексе будет выращено более 2,5 тонн овощей. Также глава Минвостокразвития Алексей Чукунков рассказал о проектах по развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке, которые позволят справиться с проблемой подорожания овощей. Так, например, уже принята программа поддержки компенсации субсидий тепличных комплексов. Решение, которое сегодня мы доложили председателю правительства, и Михаил Владимирович поддержал нас вместе с Министерством сельского хозяйства. Мы разрабатываем программу приоритизации тех продуктов агропромышленного комплекса, которые оптимально могут производить сами дальневосточные субъекты для достижения более полной обеспеченности, доступности локальных, качественных, экологичных и более дешевых продуктов. И будем предлагать в правительство уровни поддержки таких приоритетных продуктов. Надеемся, что типы проектов будут расширены. Михаил Мишустин поддержал необходимость выделения дополнительных средств на завершение строительства онкологического центра в республике. На какой стадии находятся объекты и какую сумму озвучил глава региона Айсан Николаев, узнали наши коллеги. Мы сейчас находимся на стационарном блоке, где палаты будут находиться. Да, соответственно, вот эта палата рассчитана на 2 койки места. Здесь будут кровати, тумбочки, шкафы. И, соответственно, вот в каждом палате имеется санузел. Соответственно, вот палатная сигнализация, все по требованию именно, которые для медицинских учреждений. Согласно медицинским современным стандартам, в новом онкоцентре продолжаются ремонтные работы. Сейчас проводится внутренняя отделка палат, кабинетов и коридоров. Основное инженерное оборудование уже установлено. С вводом объекта в регионе будет оказываться практически весь спектр медицинской помощи по всем видам локализации рака. Это даст возможность пациентам получать лечение, не выезжая за пределы республики. Здание состоит из 4 блоков. На первом этаже размещена поликлиника, на втором – операционная и на третьем – стационар. Всего площадь объекта составляет более 25 тысяч квадратных метров. Новый, современный, высокотехнологичный. Готовность онкологического диспансера на сегодня 77%. Его мощность составляет 210 посещений в смену со стационаром на 180 коек и хозблока. В составе нового онкологического центра будут открыты 4 отделения хирургического профиля, благодаря чему планируется увеличить количество оперативных вмешательств с 2000 до 4000 операций в год. Но в связи с введением санкций и поднятием цен на строительные материалы и оборудование общая стоимость объекта увеличилась. В ходе двухсторонней встречи с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным руководитель Якутии Айсан Николаев доложил о необходимости дополнительного финансирования. Глава республики точно поставил задачу перед председателем правительства. Это очень важный объект на самом деле. Можно сказать, на территории республики это, можно сказать, большой объект с большими площадями. И решение данной премьер-министра, это, можно сказать, дает 100% гарантию, что объект закончится вовремя и в срок. Айсан Николаев отметил, что на завершение строительства еще потребуется 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Причем из них более 2 миллиардов на приобретение оборудования. Очевидно, достраивать надо. Пожалуйста, подготовьте тогда документацию. Надеюсь, что у вас все подтверждения экспертизы будут до конца года. И тоже порассмотрим, попробуем помочь. Окончательная сумма удорожания объекта будет известна после выхода госэкспертизы. По словам заместителя генерального директора службы государственного заказчика Дмитрия Иванова, положительное заключение планируется получить через 2-3 месяца. Согласно графику, онкологический центр будет введен в конце следующего года. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Айсан Николаев встретился с разработчиком нового отечественного кинопроектора «Экстра Синема» Петром Черяевым. Стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития данного проекта. Глава региона, в свою очередь, отметил, что его необходимо внедрить и в другие регионы, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Отметим, что запуск проекта цифровой киноплатформы планируют в День российского кино, то есть 27 августа в 3 селах республики. А до конца года оснастят еще 10 залов на территории Якутии. Во время визита премьер-министра России в столицу региона авторы продемонстрировали свою разработку. В свою очередь Михаил Мишустин высоко оценил, назвав проект якутских разработчиков очень интересным.
В этой разработке у нас была представлена цифровая киноплатформа и, собственно, сам кинопроектор, который разрабатывается у нас в технопарке. Министерство культуры и духовного развития проводило конкурс среди учреждений культуры, которые первые получат данные киноустановки. Это небольшие населенные пункты в Усть-Алданском улусе, в Горном улусе, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском и Кобельском улусах. Да, есть еще Верхнеуральск. Сегодня начал свою работу новый состав Центра избиркома Якутии. Председателем избран Евгений Федоров, заместителями Иван Андросов, Александр Власов, Ирина Конакова, а секретарем Алла Самойлова. Формирование нового состава комиссии проводилось открыто и гласно, в строгом соответствии с законодательством. 2 члена с правом решающего голоса предложены в состав комиссии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 2 Центра избиркомом республики предыдущего состава, 6 политическими партиями, 2 общественными объединениями. Комиссия начинает свою работу в составе 13 членов с правом решающего голоса. Еще 1 член, который не был назначен в установленный срок Госсобрания Милтумен, будет назначен Центральной избирательной комиссией России. Готовы к работе. Предстоит очень насыщенный электоральный цикл перед нами. Очень значимые политические мероприятия мы должны провести в предстоящих годах, почти ежегодно. Мы в сентябре вот здесь проводим масштабные муниципальные выборы, 486 избирательных кампаний, в том числе 20 районного уровня и остальные на поселенческом уровне. Избираем глав и депутатов представительных органов власти. С 2019 года в республике действует адресная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Люди, которые десятки лет жили с печным отоплением и удобствами во дворе, получают ключи от новых благоустроенных квартир. Как в столице один за одним сносят ветхие деревяшки, наблюдал мой коллега Александр Хавренко. С каждым годом в столице все меньше ветхих и аварийных домов, и все больше горожан, которые из неуютных, неблагоустроенных домов переезжают в новые каменные благоустроенные квартиры. Все это возможно благодаря программам по переселению, которые активно реализовываются в республике. Сейчас активно ведется работа по реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время выполнено 40% от общих объемов. Благодаря дополнительному финансированию этапа 2021 года планируется выполнить большую часть программы к началу уже следующего года. В рамках муниципального бюджета в 2022 году предоставлены выплаты 12 семьям, 12 жилых помещений. Проводятся электронные аукционы на приобретение 23 жилых помещений, по части которых заключены муниципальные контракты. Также к концу этого года планируется расселить 35 семей из 17-го квартала. Сайсарский округ является одним из лидеров в городе по количеству аварийного и ветхого жилья. Всего в округе 577 многоквартирных домов. Из них 434 – это деревянные двухэтажки, примерно половина из которых, 224, признаны ветхими и аварийными. Только за это лето на территории округа было снесено 7 ветхих домов, а проживавшие в них горожане получили ключи от новых благоустроенных квартир. Снос этих домов идет по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилья на 2019 по 2025 года. В эту программу попали дома, которые признаны аварийными с 2012 по 2017 год. По этой программе переселено 119 квартир. На сегодняшний день по этой программе в целом по городу переселено 237 семей. А до конца года планируется передать для переселенцев 672 квартиры в новостройках столицы. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Поскорей бы на газ. Водители автопробега «ГАЗ в моторы-2022» выразили желание наличия большего количества газовых заправок в Якутии. Тем временем ленчане смогут заправлять свой транспорт природным топливом почти за 21 рубль. Подробности далее.
2600 километров и 11 районов. И вот он, финиш. В течение 6 дней участники автопробега «ГАЗ-Моторы-2022» испытывали порядка 20 грузовых и легковых автомобилей на природном газе. И, как говорят водители, поскорей бы на газ. Выгода очевидная. Он дешевле раза в 2, чем топливо. Так, например, 1 литр бензина стоит 57 рублей, а кубометр газа обойдется вам в 20. Конечно же, есть финансовая выгода. Существенная, очень существенная, как для предприятий, так и для простых граждан, потребителей. Перевел в 2009 году еще и ни о чем не жалею. Если вы установите, поедете в центральную Россию куда-то отдыхать на автомобиле, у вас, я думаю, что в эту же поездку он отобьется это все. И дальше просто будет работать в плюс. Другие же участники автопробега говорят, будь у нас больше газовых заправок, обязательно перевели бы свой транспорт на метан. Поэтому цель автопробега не только показать экономичность и экологичность природного топлива, но и определить, где в республике необходимо построить газовые заправки. Напомним, к 30 году в Якутии планируют построить 40 таких станций. На данный момент работают 9. К концу года многотопливная газозаправочная станция откроется и в Ленске. Будет классический вид топлива, это бензины и дистопливо, а так компримированный природный газ, отдельно газозаправочные колонки будут шельфовские. И также 2 на 4 вида транспорта одновременно могут газом заправляться. Сейчас на заправке бетонируют подземные резервуары, идут работы внутри здания и ремонт фасада. Цена на газ будет такая же, как и в Якутске – почти 21 рубль. Юлия Сундукова, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». В республике начался сезон завоза продуктов питания в навигацию. Якутопторг обеспечивает продовольствием 232 труднодоступных и отдаленных населенных пункта республики, в том числе и 16 северных и арктических районов. У предприятия есть собственные оптовые базы в 18 районах, 48 складов, в которых можно хранить до 17 тысяч тонн продуктов. Помимо этого, Якутопторг строит торгово-логистические центры. В них есть специализированное овощехранилище, в котором круглогодично поддерживается оптимальная температура. За прошлый год было введено 2 таких торгово-логистических центра в Усть-Куйге и в Белой горе. И результат не заставил себя ждать. Срок хранения овощей значительно повысился. Теперь в планах предприятия другие районы. В этом году мы в рамках федерального проекта строим еще 5 торгово-логистических центров. Это Жиганский, Булымский, Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский район. И до 2024 года, согласно задаче, поставленной правительством и главой республики, мы должны во всех 13 арктических районах построить новые торгово-логистические центры. Развитие муниципальных аптек Якутска обсудили в институте Open. Стратегическая сессия прошла в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Какого результата по итогам мероприятия ждут фармацевты, узнавала Лидия Гасанбалаева. В летнее время работа в Северо-Восточном федеральном университете не останавливается. В этот период времени проводятся курсы повышения квалификации, организуются образовательные интенсивы, стратегические сессии и многое другое. Меня на самом деле, так как я вот как раз-таки работаю в сфере образования, и это формат очень интересный, я провожу достаточно много. И в действительности были даже были страцессии за пределами республики. Институт развития профессиональных компетенций и квалификации Open разрабатывает и реализует программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, привлекает экспертов российского и мирового уровня. Мы, как региональный центр компетенций, должны к 2024 году вовлечь 18 предприятий республики. На данный момент мы работаем с 6 предприятиями, в том числе с аптеками Якутска, с которыми мы сегодня организуем эту стратегическую сессию. В организации этой стратегической сессии нам очень помог институт Open Северо-Восточного федерального университета. И в целом эта стратегическая сессия направлена на повышение эффективности аптек за счет налаживания диалога, налаживания взаимодействия с органами власти, аптечными, больничными учреждениями и экспертным сообществом. Сегодня в рамках национального проекта производительности труда в СУВУФУ прошла стратегическая сессия для муниципального предприятия «Аптеки Якутска».
Это интересный формат групповой работы, который позволяет определить их барьеры в работе, а также найти и развивать сильные стороны предприятия. Так, сегодня обсудили вопрос увеличения рентабельности и производительности труда. Помимо этого, постарались ответить на вопрос, каким способом добиться высоких результатов. Мы вообще вошли в программу, федеральную программу по производительности, увеличению производительности труда. Заключили договор с региональным центром компетенции. Центр компетенции нам помогает повысить производительность труда. И мы являемся по городу Якутску единственным муниципальным предприятием, который вошел в эту программу. Формат работы – хороший шанс вовлечь в обсуждение и решение различных вопросов большое количество сотрудников компании. Соответственно, в таких обсуждениях будет учтено мнение всех заинтересованных сторон, и каждый будет видеть свой вклад в улучшение работы. Лидия Гасанбалаева, Георгий Григорьев, Якутск. Многодетные семьи в республике могут получить ежегодную выплату на школьные принадлежности детям в размере около 3900 рублей. Рассчитывать на нее могут малоимущие семьи с 3 и более детьми в возрасте до 23 лет. Оформить выплату можно на портале eyakutia.ru и в центре «Мои документы». Напомню, в прошлом году по указу президента России семьи с детьми школьного возраста получили компенсацию по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день нет информации о повторе данной выплаты. Управление образования города Якутска сообщает о наличии вакантных мест для приема в первые классы на 2022-2023 учебный год. По состоянию на 16 августа имеются свободные места в первые классы в следующих школах. В городе Якутске в 20-й школе 30 мест, в 30-й школе 18, в 33-й с углубленным изучением отдельных предметов 14 мест. В Кангаласской школе имени Хромова 10 мест, в Тулагинской имени Кочнева 12, в Маганской 6, в Хатасской школе имени Самсоновых 27 мест, в Мархинской школе номер 1 6 мест, в Мархинской второй школе 37, в Табагинской 3 места. Весело и с пользой проводят время школьники на детской площадке, действующей при детско-юношеской спортивной школе «Алдана». В городе это единственный лагерь дневного пребывания, действующий в августе. Активный отдых, оздоровление и развитие – таковы принципы организации досуга юных спортсменов в период каникул. Подробности в сюжете наших коллег. Ранним утром на стадионе Центра спортивной подготовки собрались юные спортсмены Алданского района. 2, 5 и 10 километров. Таковы дистанции, определенные для разных возрастных групп. На старт велозабега, посвященного Дню физкультурника, воспитанники летней площадки, действующие при детско-юношеской спортивной школе, вышли в полном составе. Были соревнования, велогонка, после них вечером роллеры. Я заняла 3-е место. Лагерь дневного пребывания при детско-юношеской спортивной школе единственный в Алдане, который принимает детей и подростков в августе. Площадку посещают порядка 50 мальчишек и девчонок. Велозабег, посвященный Дню физкультурника, стал лишь одним из множества мероприятий, в которых принимают участие юные спортсмены. Летом работали по графику, у нас были по 2 тренировки в день. Младшая группа 1 тренировочка в день. Мы привыкали, учились кататься на роллерах. Лето было насыщенное в этом году. Мы успели сходить на восхождение горы Лебединой, Якутска. Мы успели сходить в поход с ночевкой, на сплав с ночевкой. Утром после завтрака и краткого инструктажа дети вместе с тренерами отправляются на плановую тренировку. Несмотря на то, что распорядок дня на площадке при спортивной школе весьма плотный, ребята вовсе не устают. Нет, я здесь наоборот здесь отдыхаю, мне здесь очень нравится. У нас есть сплавы, походы, мы катаемся на роллерах, занимаемся, и клевые у нас тренера. Я наконец-то научилась ездить на роллерах, и мне это нравится. Участвуем в соревнованиях, прошла велогонка, впереди нас ждет первенство республики по кроссу и лыжероллерам. Мы тоже будем принимать в нем участие, надеемся на хорошие результаты. На площадке юные спортсмены разделены на группы. Самые маленькие в сентябре пойдут в 1 класс. Они посещают оздоровительную группу. Ребята постарше занимаются лыжными гонками. И занятия в летний период для них – отличная возможность нарастить мастерство. А в активе у подростков уже имеются весомые достижения. У нас вот здесь стоят часть ребят, которые входят в состав сборной республики, которые, я надеюсь, примут участие в международных играх «Дети Азии» в Кемерово.
в конце февраля, начало марта 2023 года. Ну и в первенстве России, и в первенстве Дальнего Востока. Вот к этим соревнованиям мы в основном готовимся. Мы летом не отдыхаем, у нас каникул летом нет, мы летом тренируемся, зимой соревнуемся. В лагере при детско-юношеской спортивной школе время проходит весело и незабываемо. Активный отдых, оздоровление и развитие – таковы основные принципы организации досуга юных спортсменов в период каникул. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.